А вот и заслуженные должности. 6 финалистов конкурса «Ингушетия». Курс на обновление получили сегодня назначение. Они готовили эту машину не на разборку, а на эксплуатацию, наверное, куда-то переправить. Наверняка. Отобрали, осознали, вернули в лучшем виде. Необычная история угона интернатовского автомобиля в нашем выпуске. Сила единения или миротворческая миссия писателя Аднана Азама. Он верхом держит путь из Дамаска в Москву. Помочь встать на ноги, поправить здоровье, обрести новую крышу над головой. Для многих семей это шанс на новую жизнь. Фонд «Солидарность» в нашем выпуске. В джазе только дети. В Ингушетии с успехом выступил детский биг-бенд имени Кима Назаретова из Ростова-на-Дону. Это новости 24. Здравствуйте. 6 финалистам республиканского кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» предложены должности в структуре органов госвласти региона. Напомню, конкурс был направлен на поиск наиболее мотивированных руководителей, готовых включиться в работу системы государственного и муниципального управления на территории республики. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на совещании с участием представителей наблюдательного совета и оценочной комиссии, проводившей кадровый отбор, объявил о первых итогах конкурса. По результатам очного этапа на должность исполняющего обязанности председателя комитета по делам молодежи Ингушетии назначен Анзор Мархиев, начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Ингушетии Муса Гагиев, замминистра транспорта, связи и энергетики Ингушетии Али Гелесханов, помощником первого зампреда правительства Ибрагим Цороев. Должности в управлении делами главы субъекта и комитете по туризму Ингушетии получили Арсамак Аушев и Ваха Гадаборшев соответственно. Руководитель региона отметил важность проекта, который поможет обновить руководящий состав и внедрить свежие талантливые умы в органы исполнительной власти. У нас еще есть должности, и я хотел бы, чтобы вы свою честь и репутацию берегли. Надо трудом заработать свой авторитет, репутацию. Душой надо болеть. Путь он нелегкий, чтобы вы понимали, что вы готовы к этой жизни, сложным решением вопросов. Я очень полагаюсь на вас. Надо идти, разговаривать с людьми. Советник главы Ингушетии Исаак Астоев, член наблюдательного совета, в свою очередь напомнил, что любой чиновник в Ингушетии должен помнить, что он лицо республики, и обозначил девиз, которым, по его мнению, должен руководствоваться каждый из них. Если вы будете всегда помнить о том, что от вашего поступка, от вашего таланта, от вашего умения будут судить о нашем маленьком народе, вы пойдете далеко, вы принесете пользу и нашему народу, и России в целом. Надо идти вперед, надо гордиться тем, что вам среди равных вас выбрали. Среди перечисленных есть как управленцы с опытом работы на госслужбе Арсамак Аушев, Ибрагим Цороев и Муса Гагиев, так и новые лица. Заведующий кафедрой гражданского права и процесса юрфака ИНГУ, кандидат юридических наук и член наблюдательного совета конкурса Мурат Арчаков подчеркнул, что организаторам удалось добиться поставленных целей. Именно посредством конкурса удалось выявить наиболее квалифицированных людей, которые обладают нестандартным мышлением, я бы сказал бы так. У нас была возможность все это воочию убедиться в этом. Люди, умеющие ставить перед собой цели и поэтапно их реализовывать. Непосредственно подводя итоги конкурса, хотелось бы отметить, что победители конкурса вполне способны замещать те или иные высокие должности в нашей республике. И сегодняшнее назначение это лишний раз доказывает. Проведение подобного конкурса – это очень полезно для нашей республики. Глава республики отметил, что это возможно будет ежегодно. И посредством конкурса будут выявляться наиболее квалифицированные, подготовленные кадры
для замещения тех или иных должностей нашей республики. Кадровый проект стартовал 30 августа. За период регистрации для участия в конкурсе было подано более 3700 заявок. По итогам первого заочного этапа конкурсным комитетом были отобраны 60 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. Они получили приглашение во второй этап проекта, на котором были определены 20 лучших. Организован был конкурс на очень высоком уровне. Сам конкурс был согласован на уровне администрации президента России, тоже об этом говорит. Высокий профессионализм и экспертов, и организаторов конкурса. Хотелось бы всех поблагодарить, кто организовал в первую очередь и главу республики Махмута Алима Шариповича за то, что предоставил нам такую возможность принимать участие в конкурсе. И после данного конкурса постараемся оправдать те надежды, которые возлагает на нас глава республики, в целом руководство республики. Я считаю, что конкурс был проведен очень профессионально, начиная с заочного этапа, когда мы заполняли анкеты, записывали видео, раскрывались все стороны наших личностей, то есть там и учитывался и психологический аспект, то есть там какие-то личностные качества, качества характера человека, и также профессиональные качества, то есть выявлялась квалификация человека и его потенциал. Все было абсолютно прозрачно, там не было никаких подтасовок, я это могу говорить как участник данного конкурса, то есть все решалось на ходу, в течение 4 часов мы придумывали, защищали проекты. Комиссия, которая оценивала нас, как люди, приехавшие из Москвы, так и местные наблюдатели, выполнили свою работу, я считаю, очень добросовестно, потому что оценки, которые выставлялись нам, в конечном итоге я видел уже, что те люди, которые действительно проявляли себя на конкурсе, были наиболее активными, они и прошли в итоговую 20-ку. В ближайшее время будут объявлены имена других финалистов конкурса, которым также будут предложены должности в структуре органов государственной власти Республики Ингушетия. Радат Хулхоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дедигов. Новости 24. Указом главы республики Махмуда Али Калиматова Иосет Бокова, ранее исполнявшая обязанности министра образования и науки республики, утверждена в должности. Ранее ее кандидатура была согласована с министром просвещения России Ольгой Васильевой и руководителем Рособорнадзора Сергеем Кравцовым. Новый министр, выпускница Чеченского государственного университета, в 2007 году окончила аспирантуру Астраханского госуниверситета, кафедры общая педагогика. Свою трудовую деятельность она начала в качестве учителя химии. Последние несколько лет Бокова работала директором лицея в Сунже. Пригнали обратно. Удачно завершилась история с кражей автомобиля, принадлежавшего Троицкому интернату. Машина в свое время была передана на нужды воспитанников меценатом Алиханом Харсиевым. Увели ее с автостоянки. Мы рассказывали об этом 31 октября. Узнав, на чью ласточку позарились, нарушителями закона было принято решение не брать грех на душу и вернуть столь необходимое средство передвижения. Все подробности у Светланы Томовой. Здесь видите следы, что она была повреждена. И это кустарным способом его ремонтировать, видите, такие неровности. Вот. И это на момент угона здесь это повреждение было более более явно. Но они вот это все заново закрасили, выровняли, закрасили и так далее. Это наверняка тому говорит о том, что они готовили эту машину не на разборку, а на эксплуатацию, наверное, куда-то переправить. Наверняка. Хамзат Мальсагов не может скрыть своей радости. Автомобиль, который был угнан 5 дней назад, вернули вчера ночью. Хамзат вновь и вновь обходит машину, не веря в то, что совесть у угонщиков все же проснулась. И все это благодаря репортажу, который вышел на национальном телеканале, где было подробно рассказано, кто в первую очередь пострадал от их необдуманных действий. И вот вчера ночью брату Хамзата была подброшена записка, в которой было написано, где находится угнанный автомобиль. Когда его угнали на территории детдома, прошел сюжет в связи с угоном транспорта. Достаточно объемно, качественная информация была отражена в этом сюжете. Там же совместно с телевидением участвовали по указанию депутата Госдумы Харсиева его помощник Газиев Алихан. Вот. И
Соответственно, правоохранительные органы свою работу провели, вследствие чего машина была найдена, была подброшена записка, что машина находится на стоянке возле ЖД вокзала города Назрань. Автомобиль угнали в районе 3 часов ночи 31 октября. Он был припаркован у квартирного дома в Карабулаке. Здесь проживает директор интерната Хамзат Мальсагов. Сам же водитель в это время находился на больничном. По этой причине Хамзат большую часть времени сам выезжал по делам интерната и возил больных детей в медицинские учреждения. Пропажу он обнаружил в 5 утра и незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Местные жители предполагают, что преступники нарочно выждали момент, когда округа погрузится в глубокий сон. Труба поднимается, ложится. Они все это, наверное, знали или пробовали. Фиго, хаилышян. И вот так вот увели машину. Эта машина была подарена для нужд детей депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым 2 года назад. Он стал незаменимым помощником для социального медицинского обслуживания интерната, единственный транспорт, в котором перевозили детей. О случившемся депутат Госдумы Алихан Харсиев узнал в то же утро, когда обнаружили пропажу машины. Первым рейсом он вылетел из Москвы и обещал, что гнусный поступок грабителей не повлияет на необходимость транспортировки больных детей. Интернат ни на один день не останется без собственного транспорта. Новый автомобиль той же марки, что и предыдущий, интернат получил в подарок в тот же вечер. Еще один удивительный момент в этой истории. Замок, который был взломан угонщиками, ими же был заменен на новый, а ключи при этом находились в салоне автомобиля. Все документы и справки также были не тронуты. Сейчас машина находится в ГОВД Назрани, где проводятся следственные действия, снимают отпечатки пальцев. По словам помощника депутата Госдумы Алихана Харсиева, после всех действий сотрудников полиции автомобиль будет возвращен в детский дом-интернат. Машину вернули, видать, чувство совести проснулось у них, но все-таки это тоже добрый жест с их стороны. И хотелось бы поблагодарить журналистов, которые это осветили, и всех вот ребят, которые трудились, занимались поисками. Вот сегодня уже после 5 дней после кражи машина уже найдена, и в скором времени она уже будет эксплуатироваться для нужд детского дома-интерната. Главное, как отмечает директор детского дома-интернат Хамзат Мальсагов, их надежды на возвращение автомобиля полностью оправдались. Совесть у угонщиков проснулась во многом благодаря национальному телеканалу, который оказал непосредственную поддержку в освещении этой проблемы. Светлана Томова, Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Встреча с настоящим киноискусством. Ее уже 6-й год подряд дарит в нашем регионе международный кинофестиваль «Золотая башня», официальное открытие которого состоится завтра. Кинофестиваль проводится с целью более широкого ознакомления жителей Ингушетии с достижениями российского и мирового кино. В этом году на фестиваль заявлено более 50 кинокартин. Свои фильмы представят режиссеры из регионов страны, а также из ближнего, дальнего зарубежья. За символическую статуэтку кинофестиваля поборется и фильм от национального телеканала Ингушетии «Вербовщики». В рамках кинофорума пройдут мастер-классы и встречи с режиссерами. Стоит отметить, что в разных районах республики стартовали бесплатные кинопоказы. Завтра запланирован показ документального кино. Посмотреть его можно в Магасе, в Центре культурного развития, в Назрановском кинотеатре «Дружба», в Домах культуры Сагапши, Нестеровская с 10 утра до 16:00. Расстояние в несколько тысяч километров намерен преодолеть Аднан Азам, сирийский писатель и путешественник. Это долгий путь из Дамаска в Москву через всю Россию и не только. В качестве транспорта выбрал лошадь. Ее он хочет вручить президенту Владимиру Путину как символ единения государств в борьбе с терроризмом. По расчетам, миссия завершится к Новому году. А затем выйдет и документальный фильм о приключениях этого туриста. Все подробности у Зелимхана Калоева.
Он прискакал в республику только вчера, а сегодня заговорил уже на ингушском. Сирия и Россия за мир. Под таким говорящим лозунгом с флагами в руках 8 месяцев назад прошел маршрут Дамаск, Багдад, Тегеран, Баку, Дагестан и Чечню, пока не оказался в Ингушетии. Край башен и легенд удивил не только красотой, но и настоящим кавказским гостеприимством. ومنذ البارح وصلت إلى جمهورية أنغوشيا أشكر الشعب الأنغوشي على حسن استضافته وأرجو الله أن يحفظ هذا البلد الطيب الجميل. تعطيش آريو الناس وسحقاش أستسلات أو خزق دريو أو تامش خز قسبي بمستير أو أستسلات أريو يمخ أو تامش خز مخ بيديني ناچو تامش خز أمل خز هلق شيء دي عدوك نهضش يوخ. Сирийский путешественник популярен в своей стране так же, как Федор Конюхов в России. Он совершил путешествие 30 лет назад верхом на лошади из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом. Сегодня политическая ситуация изменилась, и теперь писатель решил выразить благодарность странам, которые в сложное время пришли на помощь его родине. Я счастлив, когда путешествую на лошадях, но в этот раз я преследую определенную политическую цель. Я, как гражданин Сирии, преодолевая этот сложный путь, хочу показать всему миру, что моя страна сумеет преодолеть все трудности. И таким образом я выражу благодарность всем тем странам и людям, которые поддержали мою родину в трудную минуту. Эта лошадь, привыкшая к жаркому сирийскому климату, наверное, еще испытывает легкий шок, оказавшись в холодной России. Мало кто знает, но вначале их было две. Одну из них Аднан Азам потерял в Багдаде во время аварии. Но эту бережет как зеницу ока. Скачет на ней очень редко, поскольку это подарок лично президенту Владимиру Путину. Эту лошадку Аднан Азам ласково называют хранительницей голландских высот. Такое поэтическое имя известный сирийский писатель, философ и путешественник дал за нрав и красоту. Выносливая и быстрая, в числе лучших арабских скакунов. Хранительнице предстоит проскакать еще 2000 километров до Москвы. Разрабатывать маршрут Аднану помогали не только друзья-путешественники, но и дипломаты. В седле он сумел преодолеть 4000 километров. Его путешествие длится уже почти 8 месяцев. До Москвы он должен добраться к Новому году. И русские морозы его совсем не пугают. Хоть в России намного холоднее, чем у нас, мы с первых дней почувствовали ваше тепло, которое нас согревает. За все время пребывания здесь я успел познакомиться с многими людьми, которые очень дружелюбно меня встретили. Для меня честь носить лозунг этого исторического путешествия и встретиться с президентом России, чтобы передать ему важный подарок. Тепло его встретили в первый же день сотрудники администрации Сунжинского района, а на следующий за дело взялась уже Назрановская, районная. До продолжения своего путешествия он выходит в прямой эфир со своими земляками и рассказывает о гостеприимстве ингушей и национальном канале. التلفزيون المحلي لجمهورية أنغوشيا أيضا حضر لتغطية رحلة سوريا العالم للمرة الثانية على التوالي، وكما قلت لكم البارحة أكررها الآن لأن فعلا رحلة سوريا العالم تحولت. Во время путешествия Аднан Азам начал снимать документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран и рассказывает о сирийской культуре. اشت هماش خنت خيق ايديهن ده حدوت ايا ديك ديزام داستون وهات ديك ولقش ده ديزات خون صار درج ده خيتات واسن تخدرج ويغلقش ويغلغ يغلقش سنه اشت ده هي خطوه примером вешт دي. Аднан Азам – небогатый человек, преследующий свои идеи. Автор 4 книг. Всей душой болеет за свою родину и многим благодарен России. Когда в Дагестане водителю его отеля на колесах пришлось уехать, это место вызвался занять Рональд Штар, гражданин Германии, который последние 15 лет живет в Ногайском районе. Силе духа и упрямству сирийского путешественника удивляется. Как ему не трудно, он принципиально не дает. Я думал, что от меня требуется спортивная работа. Ничего подобного. Он каждый километр, каждый шаг идет сам. И какая погода ни будет, он все сам делает. А почему он не садится на лошадь?
Чтобы берегать эту лошадь для Путина. Это подарок Путину. Одна назам на одном месте долго не задерживается, время поджимает. Перед уходом его проводили мэр Магаса, Назрани, региональные Миннат и представители правительства, торжественно вручив важные символы региона. К слову, само путешествие Сирии по миру было задумано еще в 2017 году. Главная цель – показать единство государств в борьбе с терроризмом, поблагодарить друзей Сирии в трудный час, протянувших руку помощи стране в борьбе с врагом, и рассказать о родине людям так, как ее знают сирийцы. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Очередная 31-я конференция Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла сегодня в Центре культурного развития Магаса. В мероприятии приняли участие более 100 человек, в числе которых были первый вице-премьер Ингушетии Михаил Элезов, члены регионального политического совета и региональной контрольной комиссии, депутаты Народного собрания республики, представители 9 местных отделений партии, секретари местных и первичных отделений партии, представители молодой гвардии. На повестку дня было вынесено 7 вопросов, один из них – переизбрание нового секретаря парторганизации. На эту должность от имени Президиума Генсовета «Единой России» были представлены 2 кандидатуры – Михаил Элезов и Адам Цычоев. Путем тайного голосования секретарем был избран Михаил Элезов. Элезов Михаил Бангирович Котвяну, новый секретарь регионального отделения «Единой России», члены Дезерфот и Бог, более активный, Дабагаре, Вайди, он камен, Пейда Болыш, камен интересы, Шлориеш, и камен Дегулух, он Туала Долыш, Бог Дабагар. Президиум будет обновляться, и члены РПС будут переизбраны. И, наверное, уже будет новый состав. Многодетная семья Харсеевых уже много лет проживает в стесненных условиях в селении Мужичи. Дом просто разваливается на глазах. Помощи не просили до последнего, надеялись справиться своими силами. Но обоих супругов подвело здоровье. В обновлении своего жилища нуждалась и Зайдат Албагачиева из Икажева. Благодаря содействию Фонда солидарности и неравнодушию обычных граждан насущные проблемы этих семей решатся уже в ближайшее время. Диана Дударова расскажет об этом. Эту практически развалившуюся постройку сложно назвать домом. В ней проживает семья из 6 человек, 4 детей и супруги Харсиевы. В доме все продувает. В холодное время года этот камин – единственный способ согреть помещение. Внутри полная антисанитария. Мать семейства Тамара Харсиева долгие годы страдает астмой. Много времени вынуждена проводить в больницах. По этой причине не может работать. Единственным кормильцем семьи является Магомед Башир Харсиев. 57 года, 50 туан талах дир. Все могут делать, все доктор, бирж, халита, что-то, албиса, доктор, албиса, бирж, кегидош, могут вас больницы. Несмотря на тяжелое положение, до этих дней ничего не просили. На хлеб зарабатывали собственными силами. Но полученная главой семейства производственная травма разрушила мечты Харсиевых о строительстве нового дома. Магомед Башир несколько лет назад был найден в лесу под срубленным деревом, весившим около тонны. Родственники и знакомые рассказывают, что врачам с трудом удалось избежать ампутации ног. С тех пор здоровье не позволяет совершать физическую нагрузку. Однако, несмотря на инвалидность второй группы, Магомед Башир Харсиев не перестает работать. Но этого заработка едва хватает на еду. По этой причине был вынужден обратиться за помощью. Однако всякой беде приходит конец. Впервые за долгие годы у семьи появилась надежда переступить порог нового, чистого, собственного дома. Посодействовать в вопросе строительства жилья для семьи поспешил Фонд «Солидарность». Помощь семейству Харсиевых волонтеры приобрели 2000 строительных блоков. Сегодня выгружают только часть, уже завтра довезут остаток материала. Проблема Харсиевых мгновенно нашла отклик и в сердцах однофамильцев. Представители тайпа Харсиевых незамедлительно открыли сбор средств. На собранную сумму общими усилиями уже заложили фундамент под строительство нового дома. Обещают семейству сдать полностью достроенное и обустроенное жилье.
كيفش كيش ناخش اعتبار شبعتم لوش شبعتم لوش خبعتم لوش خبعتم لوش разные дела. Шикарю кайочу кайер луж дела. Одежду дела, метик яю. Я тяну же полностью до всех тахлях это хада чона хар тяну же ара вот хотели ван хати ежу он чона чиотиш. Коспальни кухни залы ёлыш тяну же хаду. Не остался безучастным и депутат Госдумы Алихан Харсиев. От себя лично меценат пожертвовал сбор однофамильцев около 300 тысяч рублей. После того, как в соцсетях появился видеоролик о проблемах данной семьи, селения Мужичи, и так как был однофамилец, он сделал поручение, чтобы тоже поддержали, помогли вместе с фондом «Солидарность», вместе с однотейповцами, которые здесь помогают. Информация о тяжелом положении семьи была опубликована в социальных сетях около месяца назад. За короткий срок уже появилось основание будущего дома Харсиевых, а на этой неделе начнут возведение стен. Тем временем дети Харсиевых полны надежд, что совсем скоро начнется их жизнь в теплом и уютном доме. Ну а помощь фонда «Солидарность» не знает границ. Волонтеры также помогли заменой кровли жительнице селения Икажево. Одинокая женщина в старом доме проживает более 60 лет. В холодное время года ей особенно приходилось нелегко. Крыша продувалась и протекала. С просьбой помочь приобрести строительный материал для новой крыши обратился ее родственник, односельчанин Умар Икажев. Фонд «Солидарность» предоставил лес и листы шифера. Общими усилиями односельчан крыша была восстановлена. Черепица, каждый маляра, я хар мора, хацмо, бихабар. Калатри буга, штазиш, ванажир, пластмасса, ведражир. Утепну му амсик орцавелар. Хабяка цертир аяқайс. Чудмоллат тиштхо дакасер. Изново хедбар аттылар. Тхон сары материал хайер. Солидар фондус. Да қобу саадот сар. Издagi хачо диар ясхал. Из фонда лили, из фонда орца мобянча, да, беркадоша лёча. Пока Заидат Албагачиева находится в больнице, однако ей больше не нужно бояться дождя, снега и сильных ветров. И таких жителей, кому оказана помощь, немало. С начала года фонд построил 47 домов, помог с улучшением жилищных условий около 130 семьям. Организованы выезды для нуждающихся в лечении, приобретены сотни дорогостоящих медикаментов. И все это за счет пожертвований неравнодушных жителей. Только в списках одного фонда в ожидании помощи около 2000 семей. Волонтеры напоминают, что порадовать сердца нуждающихся может каждый желающий. Диана Дударова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В России появится единый платежный документ за все услуги ЖКХ. Инициативу уже поддержали в правительстве. Соответствующий документ, в котором введены новые понятия ЕПК и расчетный центр, депутаты внесли в Госдуму летом этого года. Авторы документа – депутаты «Единой России». Новая квитанция получит название «Единый платежный документ». В нее планируется включить оплату за все коммунальные услуги и ресурсы – воду, электроэнергию, газ, отопление, а также за управление содержания и текущий ремонт дома, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. По замыслу депутатов выставлять единые счета будут расчетные центры. Новое дошкольное учреждение появится в Ингушетии уже в конце этого года. Здание рассчитано на 220 малышей. Современное, комфортное, выдержанное в стиле космического корабля. На территории более гектара предусмотрено 12 игровых площадок. Сейчас рабочие заняты отделкой помещений. Репортаж нашего корреспондента. Прибрежно-парковая зона города Магаз на фоне величественных гор заметно преображается. Вносит положительные коррективы во внешний облик города и строительство социально значимых объектов, в числе которых детский сад, рассчитанный на 220 мест. Основные работы по возведению здания уже завершены. Сейчас около 70 рабочих заняты отделкой помещений и параллельно благоустраивают территорию. Бережно и неторопливо укладывает брусчатку и Аслан Паров. Его 20-летний опыт работы позволяет ему четко представить, как будет выглядеть здание после завершения. Сначала Бог каменщиков Бог бетонный Бог ханзы бордуриш няга отве бордуриш утюг тахда ограждение что утюг садо иткая бордуриш утюг Бог док дик хаят ханзы есть дор в конце хатор вокруг.
На территории около 1,5 гектаров развернута вся необходимая техника. Озеленение вокруг территории детского сада натуральным газоном и обустройство 12 игровых площадок и столько же навесных теней для комфортных прогулок и досуговых занятий с малышами – это только один из этапов. Еще предстоит газификация, установка котельной и опор для линий электропередач. Облицовка трехэтажного здания будет оснащена металлическими кассетами с вентиляцией. По словам начальника участка, работы, начатые в июне 2018-го, завершить планируется уже до конца текущего года. Как пошло это финансирование, мы уже набрали рабочих темп, идем, как говорится, полным ходом. Планируем завершить к концу года. У нас сейчас на данный момент работают во всех сферах люди, слаботочие, вентиляция, отделочные работы. Все работы ведутся там полным ходом. Радиальные окна между этажами своего рода иллюминаторы, глядя в которые малыши смогут представлять себя настоящими космонавтами. А пока дело за малым. Внутренние работы ведутся поэтапно. Если частичная проводка не мешает приступить к малярным работам, то отделка стен гипсокартоном еще не завершена. Этим здесь занимается Аслан Чиниев. Такое дошкольное учреждение станет одним из самых востребованных в регионе, где по показателям высокой рождаемости Ингушетия в тройке лидеров. Светлана Томова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. Мощная сила воздействия через джаз. Юные дарования из Ростова-на-Дону сегодня дали единственный концерт в Ингушетии. Оркестр имени Кима Назаретова был приглашен в честь 15-летия студии искусств. Дана Плиева поделится впечатлениями. С первых же минут харизматичный яркий Эдуард Абрамян настраивает весь зал на свою особую волну, а помогает ему в этом оркестр. Трубы, барабаны, пианино, саксофон и другие инструменты обволакивают весь зал удивительно живым жанром музыки – джазом. В этом коллективе солист уже 5 лет, в джаз влюблен с самого детства. Если классическая музыка не отходит, как говорится, от прописанных нот, то джазовая с легкостью нарушает все правила, делится парень. Там порой даже не бывает определенной формы исполнения. То есть ты не знаешь, когда ты закончишь, ты не знаешь, где тебе вступать. То есть может начать пианист, а если ты, например, саксофонист, ты не знаешь, где тебе вступать. Ты в любой момент вступаешь, и в любой момент ты должен закончить, и как это нужно делать синхронно иногда. То есть это все по взглядам договариваться, поэтому это импровизация, как и в жизни. Шквал оваций после каждой композиции адресован 25 юным дарованиям, воспитанникам джазовой школы имени Кима Назаретова из Ростова-на-Дону. Детский оркестр во главе с дирижером Андреем Мачневым в нашей республике впервые. Приехав вчера вечером, первым же делом отправились в горы. Кавказское дружелюбие и живописная природа оставили у наших гостей самые положительные эмоции. Мы насладились восходом солнца, насладились всеми вашими прекрасными красотами, может быть, к которым вы привыкли, но для нас и для меня в первую очередь это вообще открытие. Я никогда не был в горах, и для меня на меня произвело большое впечатление все эти ваши красоты. Это, может быть, даже выразилось в сегодняшнем выступлении, и дети все были очень довольны. Мне больше понравилось то, что здесь очень тепло и очень красиво. Я немного раз вижу горы, и если здесь часто жить, ты каждый день, получается, будешь наслаждаться этими горами. Очень красивые. Музыка сердца, заражающая радостью, весельем, порой и грустью. Именно так принято говорить о джазе в музыкальной среде. В отличие от бессмертной классики, джазовая музыка полна самых разных звучаний и переливов. Бас-гитара тут же сменяется трубой, а громкие барабаны уступают саксофону. Жанр музыки, возникший из сплава африканской и европейской культур, пленил всех в зале. Она именно действует нам самые укромные уголки – это чувство. Вот. Невозможно просто сидеть равнодушным, когда играют эти разнообразные ритмы. То есть даже если ты последний ханжа и не любишь музыку, тем не менее, слушая ее, ты заметишь, что постепенно нога топать начинает в ритм музыки, руки хлопают. Вот. Конечно, очень понравилось.
Джазовая школа имени Кима Назаретова открыта еще с 1995 года. Из стен этого заведения выпустилось немало талантливых музыкантов. Фраза, что искусство не терпит спешки, тут актуальна как никогда. Школа уникальна тем, что является единственным в стране детским учебным заведением с 10-летним сроком обучения. В оркестре играют дети самых разных возрастов, от 8 до 16. И каждый из них давно успел пропитаться творческой атмосферой учебного заведения. Хотя я была вообще маленькая-маленькая, я поняла то, что эта школа моя, я в ней буду учиться долго. И в этой школе можно учиться практически вечно. Вот там буквально с 3 лет до 15-18. Отпраздновать таким эффектным способом свой 15-летний юбилей решила Назарановская студия искусств. И, как надеется руководство студии, это не первый визит оркестра в наш регион. Я восхищена работой своих коллег из этой джазовой школы. Но и неудивительно, это имена в качестве, вот, например, дирижер оркестра Мачнев Андрей и руководитель этой школы Арам Рустамянц. Они очень авторитетные, их имена очень авторитетны именно в джазовом мире. Поэтому показать такую работу, это по их уровню, это их уровень. Замечательный оркестр, исполнение, дети удивляют. Коллектив, который, на мой взгляд, имеет большое будущее, большой творческий полет и признание не только у нас в России, я думаю, что и во всем мире. Сегодня мы хотим, пользуясь случаем, подарить руководителю коллектива наши уникальные мелодии, ингушские мелодии. И надеемся, что в следующий приезд в репертуаре этого коллектива будут звучать произведения, уже основанные на ингушском фольклоре. В завершение выступления воспитанников во главе с дирижером наградили почетными дипломами и ценными призами. К сожалению, оркестр уезжает уже сегодня, но надеется вновь вернуться в наш гостеприимный край с новой программой. Дана Плиева, Асхабила Киев, Новости 24. Ахмед Камурзоев стал серебряным призером 5-го международного турнира по дзюдо на Кубок вызова РФСО «Локомотив» в Нальчике в весовой категории до 38 килограммов. Ахмед провел 7 схваток, выигрывая их досрочно. В финале уступил представителю Ставропольского края. Напомним, что на прошедшем в Назране открытом турнире на Кубок Дворца спорта «Магаз» спортсмен завоевал золотую медаль. На поле в рамках плей-офф Лиги чемпионов ЮФО из КФО встретились команды «Завод» и «Хасавюрт». После обидного поражения на выезде 1-2 наши команды намерены взять реванш. На кону выход в 1/4 финала. Идрис Ижиев расскажет. Жесткие стыки и борьба на каждом участке поля. Так можно охарактеризовать сегодняшнюю игру. На поле местные ребята встретились с представителями Дагестана. Обе команды опытные, поэтому легко никому не будет. С первой минуты ингушская команда «Завод» на правах хозяев завладела мячом. Пропускать нельзя, поэтому в приоритете контроль и точные передачи. Команда «Завод» на правах чемпиона региона представляет Ингушетию в Лиге чемпионов СКФО. В этом турнире проходных команд нет, ведь игры проходят среди победителей внутренних первенств. Пропущенный гол дома приравнивается к 2, поэтому сохранить ворота в неприкосновенности – главная задача. Проиграв на выезде 1-2, у наших ребят есть хорошие шансы пройти дальше, ведь минимальная победа принесет «Заводу» проход в следующую стадию. Обе команды осторожничают. На кону проход в четвертьфинал. Огромное количество подкатов и жестких стыков. Наша команда хороша на 2-м этаже, поэтому штрафные – хорошая возможность взять ворота. Из-за сильно компактного построения очень тяжело взломать оборону соперника. Поэтому в ход идет проверенный английский футбол. Заброс штрафную и игра головой. Гостей такой футбол устраивает, ведь в команде много рослых игроков. Небольшое столкновение и опять опасный штрафной у ворот Хасавюрта. Удар опять неудачно, однако дагестанцы быстро сориентировались и выбили мяч прямо на центрального нападающего. Это футбольный буллит. Обидный гол на последних минутах. К сожалению, за оставшиеся 1,5 минуты забить 2 просто невозможно. После нескольких атак судья дает финальный свисток. Обиднейшее поражение, несмотря на доминирование. Фортуна была на их стороне. Где-то не добежали, где-то не доработали. Так и бывает в проигрыше. Сегодня они выиграли.
У них главная задача была не пропустить, потому что дома они выиграли 2-1. Их задача была не пропустить. Вот они выбрали защитную тактику, отстояли у своих ворот, и в концовке им повезло. Надо отдать должное коллективу из Хасавюрта. Отразить столько атак и найти силы на финальный рывок – качество отличной команды. Игроки несказанно рады победе, но также отмечают долю везения и хорошую игру соперника. Если честно, мы когда сюда ехали сегодня, мы ожидали, что будет такой, очень тяжело будет нам играть здесь. И была задача, чтобы на контратаках. Знали эту команду, мы с ней играем уже и не первый год, да? Знаем, что сильная команда. И как хотели, как планировали, все так и получилось у нас. У Хасавюрта впереди еще как минимум пара игр. Усиленные тренировки и работа над ошибками – главные задачи на ближайший период. Мы будем играть с сборной Чечни, Шали, по-моему, команда. Нас ожидает 1/4 финале. Тоже, говорят, очень сильный соперник, хотя мы ничего не знаем про соперника, честно говоря. Но будем готовиться, будем строить свою игру, свой план на игру. Вы знаете, это кубковая система из 2 игр. А кубковые игры всегда напряженные, непредсказуемые. Будем бороться, биться до последнего, проходить дальше, как можно дальше. Нашей команде остается поздравить соперника и продолжить готовиться к следующему сезону. Быть может, в следующем году наш коллектив все же покорит Лигу чемпионов СКФО. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.